Смотрите, смотрите! А там, что это? Раньше они казнили на базарах, а теперь вон что придумали. А что там написано, сынок? Ах, там. А ты их знал? Да, знал. Они с медных рудников. Стой, ах, там! Там солдаты. Они тебя ищут. Ну что? Стоите? Смотрите? Испугались? Разве вы мужчины? Вы жалкие трусы! Возьмите ее! Возьмите! Где они? Что они сделали со мной? Проклятие! Помогите! Помогите! Спасибо, брат. Спасибо. Я вам сейчас покажу. Спасибо, брат. Чем занимаетесь вы и ваши беки, кормящиеся возле вас? Господин генерал, сам Аллах говорит вашими устами. Эти ослы только умеют пить, жрать и развратничать. Только один Ван радует нас. И он огорчает меня. Вы имеете в виду события на медных рудниках? Я имею в виду побег из Зиндана этого бешеного пса. Как его там зовут? Ах, там. Он должен быть здесь, а не на воле, где сеет смуту. Мы принимаем меры. Пока вы принимаете меры, почтеннейший наместник уйгурского народа, бунтовщики рубят китменями солдат Поднебесной империи. Эти бунтовщики будут пойманы, и все, кто был с ними. Не сомневаюсь, иначе придется отвечать вам.
Будьте счастливы, дети мои. А почему не пригласили меня на свадьбу? А где же ваш герой Ахтам? Что-то его не видно. Не надоело вам скрывать его? Ну где Ахтам? Эй, старик, отвечай. Ахтам? Я слепой, но вижу. Он как беркут, парит в небе. А, старый дурак. Ну-ка, жених, подойди-ка сюда. Ты почему не пригласил меня на свадьбу, а? Господин Ван, как вам не стыдно? Вот тебе. Стой! Стой! Ты, сынок, куда? Не надо, сынок, не надо. Они убьют тебя. Ничего, ничего, Курбанджан. Придет время, мы по-настоящему отпразднуем свадьбу твою. Проклятие, когда это кончится? Братья! Братья! Скажите, кто построил наши дома? Кто прорыл каналы? Кто пустил в них воду, заставил плодоносить нашу землю? Разве не деды наших дедов? Не отцы наших отцов? А кто поедает плоды наших трудов? Захватчики, так не пора ли нам поднять, наконец, головы? Разогнуть спины? Мы слишком долго терпели. Скажите, учитель, что нам делать? Братья, братья, вас ждет Ахтам. Ben şerbetini içtim kazanda kaynayan suni. Bu panı dünyadan kestim, beni yoklar, beni yoklar. Şiim barım. G'azon qildi zimistonu, g'amingda gul uzorimni. Kelib dilbar tomosha qil, g'azon bo'lgan bahorimni. Доченька. Да? Дочь моя, сегодня у нас радостный день. Тебе 18. Спасибо, отец, я знаю. И потому я должен сказать тебе правду. Аллах меня не наградил своими детьми, но Он подарил мне тебя. Тебе было 2 года. Твоя мать была очень красивой и приглянулась офицеру правителя Илийского валиата. Твой отец пытался защитить ее, но его убили. Потом офицеры, солдаты
Вот что я хотел тебе сказать. Бедная мама. Так. Дорогой учитель, Оскар, большой человек, воспитатель нашего государственного преступника Ахтама. А не скажете ли, где он? А? Как где? Он у вас в Зиндане, господин Ван. Да? Его нигде нет. Так. А может быть, он сейчас в горах, а? Но я найду его. Я пошлю отряд. О! Маимхан. Какая ты красивая, Маимхан. Пожалуй, я возьму тебя к себе, в свой гарем. Отец твой получит хороший калым. Твое место в моем дворце, а не в этой грязной лачуге. Ах, там! Ты нам лучше расскажи, где ты прячешь свое несметное богатство. О чем это ты? Так в народе говорят. Все базары полны этими слухами. Ну и шутник ты, Махмуд. Все мое богатство — это вы, сарбазы. И вот этот тоже? Да, и он. Он же китаец. Махмуд, китайцы разные бывают. И песни у него какие-то не наши все время. Ты можешь сыграть что-нибудь наше? Он ты ведь его не знаешь. Он в Зиндане сидел. Его там пытали, вырвали язык. После поражения нашего восстания на медных рудниках. А когда меня вверх тормашками поставили, ничего? Я не знаю, но он мне не нравится. Я ему не верю. А ты поверь. На, играй. Говорят, у тебя много жен. Это правда? Где же они? Да, действительно. Где? Эй, Халима, Фатима! О! Ардар! Это к тебе! Вон еще один! Что тебе нужно, парень? О! Ого, моим? Откуда ты? Ах, там меня послал отец. Ван собирается напасть на вас в ущелье. И еще, завтра пойдет обоз с оружием. Читайте. Земли восточного Туркестана, которые они именуют Синьцзяном, с незапамятных времен населяли уйгуры, дунгане, казахи. Эти земли были и во веки веков прибудут родиной их предков и потомков. Хороший стилист. Дальше. Мы не безвестные странники в этом мире, не пасынки среди других народов. У нас свои обычаи, своя история, свои герои.
Вечным светом сияют имена Махмуда Кашгарского, Юсуфа Хасхаджиба, Ахмеда Юганаки среди ярчайших созвездий на небосклоне науки и разума. Духи наших предков зовут к отмщению. Каков мерзавец, а? Кто? Кто написал это? Пока не установлено, но у меня есть сведения, что это писал учитель Аскар. Каковы реальные силы этого писателя? Человек 20 в горах во главе с Ахтамом. В его отряде есть наш человек. Так пусть он действует. Хоп. Ребята, быстрей, быстрей! Махмуд! Гони обоз! Господин Ван, я хочу вам сказать, говори при ней. Со всех кишлаков к нему идут люди. Это восстание. Восстание? Ты понимаешь, что ты говоришь? За это сажают в Зиндан. Мой господин, мой господин. А где Маимхан? Она там. О, и эта красотка там. Надо спешить, пока их мало. А почему ты не помешал Ахтаму захватить обоз? Я не знал. Могу я вернуться в Кульджу? Нет. Ты вернешься в ущелье и убьешь Ахтама. Мой господин, я плохой стрелок. Это твоя забота. Его голова нужна не только мне. Дело может дойти до Пекина. Мой господин, мой господин. Стреляй в спину, если боишься смотреть ему в глаза. А за Маимхан, но только мертвую, заплачу тебе я. Шаньхуа шутит. Не шучу. У меня не было соперниц и не будет.
Добря. Добра. Достопочтенный учитель, давайте-ка поговорим как два философа, обеспокоенные положением в стране. Согласны ли вы? Мы обеспокоены разным. Я судьбой Родины, вы генеральским постом. Вы ошибаетесь, я всего лишь простой солдат и провожу политику своего императора. Политику? Какую же? Вырезать все соседние с вами народы? Все народы? То великое дело, которому мои предки посвятили 5000 лет, это расширение владений и приобщение народов к Поднебесной империи. Это цель многих поколений. Малые народы, расположенные вокруг Поднебесной империи, становятся китайскими, как и реки, впадающие в океан, становятся солеными. Жалкая и подлая философия всех поработителей. Каждый народ велик, и все равны. Пустые слова. Сыны Поднебесной избраны господствовать над другими народами. Так уж устроен мир. Мы, господа, остальные рабы. А вы воюете с нами. Мы с китайским народом не воюем. Уйгурскому дикханину незачем воевать с китайским крестьянином. Мы боремся с захватчиками. Наш народ ждет другая судьба и другая история. История? Ее делаем мы. Поднебесная ее центр. Народы будут вращаться вокруг нас. Народ! Народ не лист под ветром. А еще отец сказал, что нужно собрать побольше людей. Надо хорошо подготовиться к бою с солдатами. Если бы не твои косы, ты была бы похожа на Джигита. Я боюсь за него. О чем ты? Отец остался один, а дома сейчас неспокойно. Ну что ты, Маим? Люди его в обиду не дадут. Он душа народа. И все-таки я волнуюсь за него. Соляй, соляй. Ущера! Мой дорогой, душа моя. Передай отцу, что мы все сделаем, как он сказал.
Иди. Что случилось? Все к оружию! Быстро! Эй, Ахтам! А ну выходи! Я тебе привез свадебный подарок. Выходи, я тебе говорю, если ты настоящий джигит. А то я ее отдам солдатам. Мои. Ахтам! Стреляйте в них! Иди сюда! Иди. Шака. Ну, пошел, вперед. Живодер! Держи за хвост, ну давай. Вор! Пошел. Голов Спасибо, брат. Хорошо сказали. Нам обоим известно, что ключи от смуты, которые бродят по стране, как заразная болезнь, в ваших руках. Отказаться от заблуждений никогда не поздно. История знает немало примеров, когда враги становились сподвижниками при определенных обстоятельствах. У вас есть предложение? Напишите письмо вашей дочери и этому Ахтаму, что вы против излишнего кровопролития. И мы отправим письмо в лагерь восставших. О, Аллах. Значит, они восстали? Ну, хватит, хватит.
Обещаю, ваши усилия не будут напрасными. Все, как вы знаете, имеет определенную цену. А как вы платите за сотрудничество, господин Жанжун? Хотел бы я знать. Положение, которое вы займете, будет выше гуна Хализата, я обещаю вам. О, даже Хализата. Неплохо. Наконец-то я слышу достойную речь. Я бы хотел просить у вас единственный сан. Я слушаю. Скромную должность. Смотрителя ваших Жанжун-могильников. Как хорошо! А там Жадан Ага с отрядом казахов прибыл. Он привел много джигитов. Ты принес радостную весть. Пришло пополнение казахских джигитов. Вот это я пошел к ним. Жадан Ага прибыл. Не может быть, говорят, новые люди пришли. Да, их привел Жадан. Прекрасный цветник. Господин Ван, связной от Саляя доносит, что бунтовщики скоро двинутся сюда, в Актапе. Жанжун приказал оставить Актапе. Здесь нет пушек. Пусть Ахтам придет в Кульджу под наше дуло. Я понял. Хорошие жены. Саляй, кончай бубнить. Братья, печальную весть нам принес Жадан Ага. Наш учитель Аскар в Земдане, в Кульдже. Как? Это меняет наши планы. Давайте вместе решать, куда нам идти. Или в Актапе, или освобождать учителя. Я считаю, надо освободить учителя. Ты правильно говоришь. Освободить. Освободить. Но когда? Как? Как это сделать? Надо все продумать. А чего тут думать? Ворвемся в Кульджу, перебьем охрану крепости, вздернем правителя и делу конец. Да, освободить учителя — это наш долг. Но готовы ли мы? Эх, хорошо бы боем проверить все. Лестницы, катапульты, а потом уж большую крепость брать. Верно говорит Сейджан. Кому нужны ваши лестницы? Навалимся плечами, и мы в Кульдже. Собака в своей конуре сильна, говорят в народе. Что? Да он не про тебя.
А что скажет моим? Место женщины у очага. Я такой же сарбас, как и вы. И скажу свое слово. Я понимаю, некоторым неприятно мое присутствие в отряде с самого начала. Я знаю одно. Наступать на Кульджу рано. Хотя отец... Они нас просто раздавят. Перебьют из пушек. Кто еще хочет сказать? Все сказали. А решать тебе, Ахтам. Хорошо. Идем в Актапе. Но выступаем сейчас же. Как? Сейчас? Сарбазы! Покоя! Мой господин! Да? Дозорные видят конницу. Она скачет в сторону Актопе. Так, что? Это Ахтам. Немедленно послать в Кульджу гонца. Закрыть ворота. Поджечь все подступы к крепости. Хитер, ловко придумал. Хочет выиграть время. Вверх, по реке! Мой господин. Мой господин. А где золото?
Оно всегда со мной. Убежали трусы! Сначала в зиндан! Освободи узников! Камень. Ну-ка, давай. Ух, тяжелый. Ничего. На, держи. Ну-ка, давай. Одолеем. Сейчас. Выходите! Кто вы? Джигит Ахтама. Помогите мне. Сейчас, отец. Живой! Осторожнее, осторожнее, Спасибо вам, прошу люди. вас. Спасибо, Фатима. Где ты? Здесь я, Я уж думал, что больше никогда не увижу тебя. родной мой. Слава Аллаху. Держите. Так. Осторожно. Держись. Выходите по одному. Ну-ка, дай я помогу тебе. Давай. Осторожно. Я давно не видел таких счастливых лиц у людей. Ты только посмотри, доченька. Посмотри на это. А? Значит, мы на правильном пути, ага. Они ждали этого дня всю свою жизнь. Да. И у меня немного отлегло от души. Мне кажется, что мы возьмем и Кульджу. Возьмем. И освободим отца. Я уверен в одном. Люди не могут жить в рабстве. И каких бы жертв это ни стоило, народ должен иметь свое отечество. Ты начал хорошее дело. Люди тянутся к тебе, сынок. А? Вы посмотрите на них. Учись. Говори. Среди убитых Вана и Будхализата нет. Проверь в подвале. Может, они там. Быстро. Махмуд Ака! Вот и госпожа Шаньхуа. В чем дело? Что случилось? Кто стрелял? Кто стрелял? Что такое? Что стрелял? Произошло? Что стрелял?
меня! Махмуд! Махмуд Ака! Я нашел казну Гуна Хализата. Вот она! Это ты меня закрыл, негодяй! Хотел, чтобы я подох здесь вместе с этим шакалом, а золото взять себе. Кончай! Кончай! Где Гун? Гун где? Он там. Хотел убежать, а я его задержал. Он предатель. Ты же ему сам никогда не доверял. Кончай мычать, хватит. Тащите Гуна. Гуна тащите. А этого негодяя в зиндан. Потом разберемся. Зиндан! Уважаемый Гун Хализат. А где же многоуважаемый Ван? Он успел убежать. Он успел, а ты нет. Махмуд, не убивай меня. Мы же одной крови. Мы с тобой одной крови? Да. Посмотрите на этого мерзавца, мы с ним, оказывается, одной крови. Махмуд, не убивай меня. Я тебе открою секрет. Ну? Среди вас есть... Что ты наделал? Он же мерзавец. Где Махмуд? Он там, купается. Махмуд! Ах, там. Что нового? Ты не догадываешься, зачем я пришел? Искупаться. Давай ныряй. Не верти хвостом. Где Немой? Ты знаешь, Немой оказался предателем, и мне пришлось посадить его в зиндан. Немой честный человек. Освободи его. Честный. Нашел честного человека. Это надо доказать. Освободи. Это я говорю. Пока я здесь сардар. Тогда это меняет дело. Эй, Садыкджан, освободи Немова. Это воля сардара. Зачем убил Гуна Хализата? Что? Ты этого шакала хотел пригреть? Его должен был судить народ. А насчет того, кто кого пригрел, я так скажу, ты пригрел змею. Наложница врага стала наложницей повстанца. Жалеешь, что не тебе досталось, Дурная твоя башка. Пойми ты, если мы все займемся распутством, то погубим наше дело и самих себя. Почему распутством? Почему ты так думаешь? Если хочешь знать, я на ней женюсь по всем законам шариата. А твоя жена, твой сын? Бабушка, дедушка, тетя. У пророка Магомета 4 жены было, а мне 2 нельзя иметь. Не прикрывайся именем пророка. Слушай, тебе с моим хан, значит, можно, а нам, значит, нет. Что ты болтаешь? С кем ты ее сравнил? Моим хан достойный сарбас. Эх, Ахтамжан, ты даже не можешь себе представить, что это за женщина Шаньхуа. Это же дьявол, а не женщина. Ишак! Ишак, даже побывавший в Мекке, остается Ишаком. Ишак? В Мекке? Посмотрим еще, кто из нас Ишак.
мой Батыр. Я всю жизнь ждала этого мига, и он настал. Что случилось, мой дорогой? Да ничего. Так просто. Но я вижу. Не нравишься ты ему, нашему Ахтаму. Он требует, чтобы я бросил тебя, разлюбил бы. Ахтам? И он мне тоже не нравится. Я люблю только тебя. Ты такой сильный, бесстрашный, умный. Ишак. Что? Нет, ничего. Кое-что вспомнил. Ты настоящий мужчина. А кто такой Ахтам? Он даже не стоит твоего мизинца. Ты давно мог встать во главе войска. Будь чуть-чуть похитрее. И воины тебя любят. Действительно. Я так и сделаю. Вот такого я тебя люблю. Кончай играть! Если не вы, так я пойду со своим отрядом на Кульджу. Чтобы погубить джигитов? Надоело мне с вами чай распивать. Не горячись, Махмуд. Вернутся наши братья из Кишлаков, тогда и решим. Засиделись вы здесь, как трусливые зайцы. Мы сидим не потому, что мы трусы. У нас мало сил, и ты это знаешь. Не будь петухом. Что? Ничего. Ну, хорошо. Ахтам! Ахтам! Объявлен день казни учителя Аскара. Вот вы и дождались. Тогда я сам со своим отрядом возьму Кульджу. И еще посмотрим, кто из нас настоящий сардар, а кто петух. Махмуд сардар! 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 Братья, благодарю вас за преданность. Спасибо. Стойте! Братья, джигиты! Махмуд, ты ведешь людей на верную смерть. Нас раздавят, если мы не будем вместе. Это говорю я, ваш сардар. У вас уже есть храбрый сардар. Отныне я ваш Махмуд Паша. Махмуд Паша! Махмуд Паша! Махмуд Паша! Махмуд Паша! Махмуд Паша! Махмуд Паша! Братья! Опомнитесь, братья! Махмуд, опомнись. Сейчас не время для раздоров. Мы должны защищать свой народ. Поэтому я обращаюсь к вам, джигиты. Мы должны быть вместе. Слышишь, Махмуд, не делай этого шага. Теперь я буду решать, как поступать. Сарбазы! Сколько раз мы поднимались против них, но еще не победив, начинали драться за власть и легко становились добычей врагов. Опомнитесь, братья! Не слушайте эту женщину! Недаром говорят в народе, у женщины волос длинный, а ум у нее короткий. Аллах поможет нам! Аминь! Аминь! На Кульджу! Вперед!
Махмуд Ака должен понять свою ошибку. Не все еще потеряно. Жадан Ага, Умурджан Ака. Как мне не хватает нашего учителя, его совета. Почему наша горькая история ничему нас не научила? Почему все так жадно рвутся к власти? Почему мы так часто терпим поражение? Почему? Почему? Не знаю. Я знаю только одно. Мой долг бороться до конца. До конца. Сардар! Жадан Ага едет с арбазами! Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Салам. Говори. Сардар, это правда? Как это могло случиться? Не знаю, не знаю. Как не знаешь? Ты наш Сардар. Значит, плохой. Судите, казните, что хотите, делайте со мной. Но я этого буйвола не смог остановить, не смог! Он обезумел. И в этом повинен только я. Только я. Увидев эту бабу, он потерял разум. Что будем делать? Надо идти за Махмудом. Идти за Махмудом? И просить прощения? Нет, никогда. Надо объединиться. Это единственный путь спасти наше дело. Решай, Сардар. Да. Надир Ага, скачите к Махмуду и передайте. Кульджу будем брать вместе. Завтра. Далеко. Могу не успеть. Сардар, я знаю короткую дорогу в Кульджу. Ведь ты не раз посылал меня туда. Ты нужен здесь. Саляй Ака хороший наездник. Езжайте. Хоп. Азиз! Коня! Правильно, Ахтам. Давно бы так. На заре выступаем. Мой ученый собеседник, перед вашей казнью я решил вам сделать маленький подарок. Это уши махмудовских разбойников. Бедные люди. Работая на шахтах, они вряд ли будут поминать вас добрым словом. Ну, а теперь
мы будем стричь уши этим бандитам и кастрировать их. Быстрее, быстрее, давай. Быстрее, быстрее. Дармоеды. Шевелитесь. Ну, пошли, пошли. Шевелитесь, быстрее. Вот вам подарок от него! Победа! Где он сам? Проклятый правитель Джанжун с отрядом своих прихвостней ушел в сторону Поднебесной! А Махмуд преследует его! А учитель? Учитель жив! Его удалось спасти! Они его пытали! Его трудно узнать! Он перенес пытки, эти скоты не знают жалости! Наим-хан, он ждет тебя! Братья! Братья! Дороги усеяны трупами! Наши кишлаки сравнялись с землей, а народ ждет нашей помощи! Ждет народ! Сардар! Махмуд не обижается на тебя, он ждет! Надо идти за ним! Вот голова Вана! Вот голова Вана! Так, Наим-хан со своим отрядом останется в крепости. Жадан-ага тоже. Остальные за мной! За мной! Не отставать! Веселей! Веселей играйте, дармоеды! Ну, веселей! А вот и наша героиня. Моимо А. Предательство, проклятые. Кому поверили этому соляю? Нас обманули, дочка. Вижу. Махмуд? Всех убили. Мы опоздали. Почему же мы стоим? Отомстим за них. Что будем делать, Ахтам? Где Соляй? Что будем делать, Ахтам? Что будем делать? Сражаться! Ахтам, командуй скорей! Мы будем биться с врагом до конца. У нас другого выхода нет. Пойдем в крепость
Кульджу! великому сыну неба, пекинскому императору, руководствуясь указаниями вашей светлости, мы в год дракона подавили восстание. Все бунтовщики казнены. Жан Жун, правитель личного порядка.
Hakan şerdin ketsem beni yoklar. Şiirim var mı? Verip dışarıda görsem beni yoklar. Muhabbet şerbetini içtim kazanda kaynığa usulü. Bu hali dünya bin ketsem beni yoklar. Beni yoklar. Снимите пароход! Родные мои, перед кем гнете вы спину? Не они. Мы хозяева этой земли. Им никогда не покорить нас. Там, где прольется моя кровь, вырастет новое племя.